При просмотре шоу или какого-либо видео сделать звук погромче не составит труда, однако в реальном мире пульта громкости не существует. На помощь приходит палочка-выручалочка в виде языка жестов. На планете 2500 языков, но есть еще одна форма общения – невербальная. Только в Ингушетии проживает свыше 800 глухих и слабослышащих людей. То, что не могут сказать, они покажут на кончиках пальцев. Вызвать скорую помощь, обратиться на биржу труда. Без переводчика с языка жестов никак. Хасултан Акталиев ведет свою деятельность в региональном отделении Всероссийского общества глухих, параллельно работает сурдоведущим на национальном телеканале Ингушетия. Благодаря ему проповеди из Назрановской центральной мечети стали более доступными. يتلو عليهم آياتك حآية ليش الولشان ويعلمهم الكتاب كتاب سان ليش ولش. На нем и все деловые переговоры. По многим вопросам люди с ограниченными возможностями здоровья всегда обращаются к Хасултану Акталиеву. Языку жестов ему пришлось обучиться еще в раннем возрасте. Переводить великие и могучие на жестовые учатся до сих пор. Каждый день появляются новые слова. У меня родители глухие, и поэтому, само собой, все и получилось так. Я с детства помогал родителям с сурдопереводом, можно сказать так. И были глухие люди, которые дружили с нашими родителями. Они тоже обращались ко мне, чтобы я помогал им где-то в социальных, в больницах, ну там по разным направлениям перевести их. Разные направления были. Вот таким образом я уже вникся в них и работаю с этими людьми так. Благодаря Хасултану многие смогли выбраться в реальный мир. Один из них – Абдурахман Балкоев. Он не слышит и не говорит с рождения. Мужчина признается, многие люди не задумываются над тем, как это прекрасно – слышать и различать голоса и звуки. Но это не повод унывать. Ну, сложно сказать так ничего. Вот я вижу и физически так активно и могу где угодно поработать. И насчет того, чтобы перевести, нам и сурдопереводчики помогают. Я хотел бы, чтобы вот такая цель у меня, чтобы создать для глухих людей рабочие места. Общается с помощью рук каждый 16-й житель Ингушетии. В российском жестовом языке 10 тысяч слов и своя грамматика. В 2012-м он получил статус государственного, а вместе с тем появились и официальные организации, среди которых и Всероссийское общество глухих. Начало было веселым. Мы сняли помещение под общество глухих, и у нас был переезд. И я попросил наших парней, глухих парней, чтобы они помогли нам это вещи перевести. И мы собрались, поехали на новое помещение. А там был сторож, ну, взрослый, пожилой человек. И он сразу же видит, что люди общаются между собой жестами. Он подумал, какая-то там банда собралась и передает какие-то знаки между собой. И сразу же набрал хозяина помещения. А тот ему объяснил, что это глухие люди, там нет никакой банды. И хозяин нам позвонил, всю эту историю нам рассказал этот случай. Вот такой случай у нас был. В планах у общества поддержка и социализация тех людей, которые лишены некоторых возможностей. Сегодня в Ингушетии есть специальные курсы кройки и шитья. Проводятся шахматные и футбольные турниры. Так как у нас в республике адаптивного спорта вообще никакого нету. Нету ни одного тренера штатного. Не можем пробить ни одно тренерское место. И с Министерством спорта Российской Федерации сделали такую программу, выбили, скажем так, спортивный инвентарь. Вот, в первую очередь мы больше нажимали на борцовский ковер, которого у нас не было все эти годы. Из-за этого ребята получали травму. Вот сейчас привезли нам борцовский ковер, должны привезти еще оборудование. И уже вопрос остался за залом, где нам это все разместить. В общем, делается все, чтобы помочь слышащим услышать глухих. Так, в прошлом году наша республика стала участником проекта президентских грантов на развитие гражданского общества, в рамках которых провели жестовый концерт для всех желающих.
Они слышат и чувствуют гораздо больше других и не понимают, как можно общаться, не глядя друг другу в глаза. Мы называем их немыми, что для нас означает те, кто не могут говорить. Для них же немой – это тот, кто не имеет своего языка, а он у них есть. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.